ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Учебный год только закончился, а Ухта уже готовится к следующему. Образование, именно готовность школ к сентябрю обсудили в общественной приемной. Ухтинцы могли задать волнующие их вопросы. Один из звонков коснулся школы номер 2. В ней обучается большое количество детей, а спортзал один и нет личного стадиона. Представительница родительского комитета попросила решить проблему с переносом уроков в спортучреждения. Как оказалось, у школы есть договоренность со спорткомплексом «Нефтяник». Правда, тот пока закрыт на ремонт. Как выйти из ситуации, управление образования будет решать с ведомством физкультуры и спорта в течение лета. А вот у школы номер 13 проблема давняя и более масштабная – долгострой во дворе. К сожалению, снести который пока нельзя. Управление капитального строительства нам не дает заключения о демонтаже, о сносе этого здания. И Магомедом Магомедовичем в прошлом году было принято решение. Мы законсервировали, там были выделены деньги, порядка 400 тысяч рублей. Мы законсервировали 2 первых этажа, первый и второй этаж, для того, чтобы там не было туда доступа. Пока вопрос вот такой вот он открыт. А тем временем в 18-й школе борется за чистоту. Аккурат за оградой контейнерная площадка для бытовых отходов. Родители вопрошают, когда ее наконец-то перенесут. Как оказывается, управление образования уже подало ходатайство, пока ждут ответа. Был вопрос и по школе в поселке Ярига. В начальные классы в 2019 году туда идет ребенок-инвалид, для которого, к сожалению, нет необходимых условий. В первую очередь это коснулось доступности. Изменится ли ситуация к сентябрю? На сегодняшний день у нас денежные средства в этом году на начальную школу 23-ю не предусмотрены для формирования доступной среды. Значит, вы знаете, что на условиях финансирования у нас эти деньги приходят за счет средств регионального бюджета, и мы потом добавляем свой местный бюджет. В этом году данное учреждение у нас не запланировано, но мы его уже включили в проект бюджета на 2020 год. Но эту проблему Наталья Безносикова попробует решить, что называется, адресно. Для этого родителям нужно написать письмо в адрес начальника управления образования. Что же касается соседнего от Яриги поселка Шудаяга, то там начнут ремонтировать школу номер 7. Пока деньги на капремонт всего учреждения не выделили, но есть сумма, на которую обновят спортзал и пищеблок.